Меня зовут Раиля Вагапова, я живу в Казани, работаю я в найме. С утра до вечера я на работе, поэтому, когда есть свободное время, я занимаюсь Фаберликом. Вот. Недавно только я 4 каталога назад открыла статус директора, и 2 каталога назад открыла я старшего директора. Я в Фаберлике 3 года. Так, в первую очередь, что хочу сказать, с регистрации уж начнем. Я занималась Avon, Oriflame, я там просто была потребителем. Никто мне не рассказывал о бизнесе, просто я заказывала для себя продукцию. Oriflame мне очень нравилась, шведская косметика, Avon тоже очень долго я сидела, но один прекрасный день я начала читать намаз. Я человек религиозный, у меня близкие все религиозные, и стал вопрос о халяльности продукции. И я после этого начала искать другую компанию, тоже для себя заказывать как потребитель, чтобы была халяльная продукция, чтобы был халяль-сертификат. И я начала искать в интернете, смотрела, нашла Pharmacy, компанию Faberlic, и между двумя компаниями я уже выбирала. Открываю каталог Pharmacy, ассортимент мне тоже понравился, но Faberlic больше с ассортиментом, наверное, привык, скорее всего. И после этого я уже начала задумываться. Я еще не сразу проходила регистрацию, так как у меня 2 высших образования, я и юрист, и татарский филолог, филолог. И сами понимаете, юристы они такие, им надо прям изучить все досконально. И поэтому я уже начала смотреть, где тут минусы, плюсы. И как-то гуляла на улице возле работы и вижу офис, вывеска такая Фаберлик, это был офис Миляуши Игнатьевой на Гвардейской. Захожу к ней и смотрю, тоже сидит такая красивая девушка, спросила уж каталог, чтобы посмотреть. И после этого я начала у нее заказывать, у Миляуши. 2 раза, наверное, заказывала, так она мне со скидкой, но она тоже мне ничего не предлагала, ничего не говорила. Вот. А зря. Все-таки я бы попала. Я тоже сейчас сижу и думаю, вашу структуру попала, да, Миляуша Игнатьева. Да. После этого я уже начала искать лидера уже. Конкретно уже пишу в Инстаграме лидер Фаберлик. И так как вы уж поняли, что я религиозный человек, и мне нужен был такой человек, чтобы о халяльности бизнеса, чтобы объяснили мне, о халяльности, о продукции. После этого я нашла одну женщину в платке, она там рассказывала, очень красиво рассказывала, как она ветки строит, как бизнес, как она команду приглашает людей. И мне очень она понравилась, и я написала, то, что хочу зарегистрироваться, что мне надо делать. Она мне просто сказала, сейчас, подожди, смс-ка придет, посмотришь, узнаешь. И после этого я ждала 3 дня. Меня никто не зарегистрировал. Кошмар. Но она мне сказала, что нужно будет делать 50 баллов и найти 5 человек. Я нашла 7 человек, за 3 дня нашла 7 человек, и уже у меня уже заказы были. Для себя уж в основном, заказы коллеги тоже, Через 3 дня я уже устала ждать, и пишу ей, и говорю, у меня смс-ки нет, когда придет смс-ка, она была в шоке, да, сейчас, И после этого уже мне написала девушка, извините, я там забыла, все такое. СМС-ка пришла, а там же приходит СМС-ка, у вас консультант, СМС-ки там, какой у меня консультант, наставник. После этого я пишу этому наставнику, я говорю, здравствуйте, я под вами, объясните, пожалуйста, мне суть вообще бизнеса, что да как. Она говорит, я уже здесь не работаю, где-то раз в полгода заказываю. Такое бывает вообще. Ветку зарегистрировали, называется. Да. После этого я очень расстроилась, не знаю, что, опять снова пишу к этой Мадине Гаджибековой. Я говорю, так, отказываются мне, расскажите мне, как мне дальше быть, и я просто хочу, мне очень интересно бизнес, не только там продукция. И после этого уже меня добавили в группу, и каждый день уже какая-то информация была. Но я там ничего такого не увидела, мне конкретно никто ничего не объяснял. Я просто в группе тупо сидела и все, смотрела на эти картинки, эти коллажи всякие, такая информация была. Но после этого я так долго сидела, я же не понимала, я одно поняла, что здесь нужно приглашать людей и делать 50 баллов. Я делала каждый каталог 50 баллов и приглашала людей, и все. И ни с кем я не работала. И так я сидела где-то 1,5 года, у меня статус был старший консультант, и я уже дальше не поднималась, потому что я не знала. Я тупо приглашала, и все.
не общалась ни с кем. И один прекрасный день в эту группу отправили ссылку на какой-то марафон. У нас вышестоящий директор, это Марьяна Умарова, она живет в Дагестане. Я попала через эту ссылку на это обучение марафон. Это вот вообще суперский марафон, наверное, 2 недели что ли шел этот. Вот, я выполняла все задания, то, что вот давала Марьяна Умарова. Вот здесь я уже научилась в этом марафоне. И после этого, я еще попала в первую десятку, мне там она подарила денежную сумму какую-то, 1000 рублей вроде бы. И вот, и после этого, что хочу еще сказать, узнала, что будет конференция в Москве. Я очень хотела попасть на эту конференцию, но как сами понимаете, я одна, у меня нет наставника, так уж только девочки из Дагестана были, они не работали в основном как потребители. Директор Мадина Гаджибекова, она работала, но сама по себе только, как я поняла, устроила. Но она так тесно со мной не общалась, потому что она вообще наверху была, я, получается, в глубине. И вот на эту конференцию в Москву я очень хотела, но искала человека, чтобы кто-то со мной был как-то. Потому что муж тоже не отпускает одну наставника, как я уж одна поеду. И начала я искать человека. Пишу в этой группе, типа, кто-нибудь есть из Татарстана, чтобы в Москву съездить на конференцию. Отозвалась девочка Лейсан, она сказала, да, давай вместе, типа, она с Елабуги. Но она говорит, сказала мне то, что в Казани еще есть Гузель Айнулина, найди ее, типа, вот договоритесь. После этого я начала искать Гузель. Контакт, значит, да. Айнулина Гузель, вот это. Да. Я ее нашла ВКонтакте, она тоже, наша структура тоже у Марьяны Умаровой, мы с ней познакомились, онлайн начали общаться так нормально до Москвы, да, переписывались, и уже вместе съездили на конференцию в Москву. Вот так и уж началась у нас вся такая дружба, как говорится, бизнес. А в Москве я уже, как всегда, все лидеры уже рождаются после конференции, уже сами знаете. Тоже я услышала там такую фразу. Я же очень расстраивалась, что у меня нет наставника, я ни с кем не работаю, никто со мной не работает, я очень расстраивалась. А там я услышала такую фразу, там сказали, типа, стань таким наставником, какого ты пожелала бы себе. Вот, эта фраза меня все. Я приехала после конференции, я видела там, как они с чеками выходили, это ладно, но я решила стать таким наставником. Короче, мои девочки знают. Я с каждым работаю. Вот у меня вот, что хочу сказать, вот после этого я поняла, что здесь нужно контактировать с людьми. Да. Вот со мной никто не общался, я поняла вот эту ошибку. У меня очень много новичков, и сейчас они идут. Но просто я не общалась до этого. Я вот с каждым начала. Вот приехала после Москвы, пишу этому, глубина, не глубина, я всем пишу. Вот всем. И после этого вот уже все на контакт шли, уже вот команда так вот. И после конференции, получается, мы еще в Дагестан съездили с Гузель. В Дагестан уже, Марьяна Умарова сказала, я же старшим консультантом 6% была тогда, Марьяна Умарова сказала, типа, кто сделает там статусы, звания, 2 месяца, типа, 2 каталога удержит, то я позову вас на сцену, типа, буду вас награждать. А я старший консультант 6%, мне нужно было сделать лидера. Быстренько я 2 каталога сделала лидера и удержала 9%, получается. Чтобы выйти на сцену, чтобы Марьяна Умарова лично меня наградила. Вот вся эта вот только мотивация. И вот в Дагестане вышла на сцену, меня поздравляли, это было вообще супер. Мне очень понравилось в Дагестане, с девчонками пообщалась вот этими, с Мадиной Гаджибековой ближе познакомилась, да, она тоже мне подарок принесла. Вот. После Дагестана уже у меня пошел рост. Но когда я приехала, я в один прекрасный день, как бы смотрю статусы, как обычно, и вижу у Мадины Гаджибековой в статусах продукцию другой компании. Потом я ей пишу, говорю, вы перешли что ли в другую компанию? Она говорит, да. Райля говорит, извини, я только в Дагестане приехала только из-за тебя, что тебя только поздравить. То есть, оказывается, они все перешли в другую компанию. И у девчонкам тоже пишу, они говорят, мы тоже с ней. Но никто об этом мне не сказал. Обидно было, у меня вообще настроение упало после Дагестана, потому что вот реально, типа, никого вообще реально, даже хоть я с ними как-то еще общалась, контактировала, но уже они тоже ушли. Что за компания? Вот компания, не знаю, какая-то немецкая, точно не могу сказать, как называется. И вот после этого уже я так очень расстроилась, и даже вот команде рассказала, я говорю, девочки, такая ситуация, я осталась вообще без наставника, как-нибудь сами что-то. Ну, они как-то все равно в группах писали, какая-то информация была у меня, слушай, у меня же не было таких прям чатов,
Потом я создала прям рабочий чат уже у меня с девчонками, мы вот, обычно общаемся. И вот начали сами самостоятельно проводить розыгрыши, так вот общаться. И вот так и получилось. Вот такая короткая история. У меня вопрос. Ага. Какие задания были на марафоне? Приблизительно, вот какие вспомнишь? Создать там, аккаунт, например, ВКонтакте. Да. Еще какие? Еще какие? 100 бизнес-предложений в день. Так, что там еще у нас есть? И ты написала эти 100 Да, бизнес-предложений? да. Долго думала. Так, что еще у нас там было? Создать YouTube-канал, создать Instagram. Ну, мы онлайнчики, и мы во всех социальных сетях. Ну, Рутуб, Дзен, там, Instagram, вот мы онлайн еще работаем в основном. Оффлайнчики, они как-то по-другому еще работают. Ну, а вот, например, да, иначе, вот начинается это, ну, конечно, ну, то есть сообщения, например, вот ты пишешь одни и те же, или... это Нет, я всё-таки- меняю текст. То есть вот по-разному. индивидуально для каждого человека подбираешь Нет, текст? у нас уж есть что шаблон, примерно 10 текстов, я просто меняю их. В день 100 предложений. Ну, С разных номеров, что ли, работает? у меня разные номера. С одного я потому что сейчас блокирую. А, Номеров примерно сколько надо? ну, а как это? Где-то 5 уж максимум. Ты по незнанию ты начнешь оценивать. Ну, это незнакомых людей ты отсылаешь, например, с разных номеров. Ну, а как же, например, когда с человеком контакт уже налажен, уже обмениваетесь? одного. Ну, я у меня вот... Ну нет, уж Конечно. потом уже добавляю в группу, уже объясняю людям, сразу несколько человек обучаю, а потом уже они у меня готовые, как-никак, уже только контактируют. Но я ширину не делаю, я в основном строю ветку. Работаю я с веткой. Сейчас только вот начала тоже ширину, я уже поняла, что ширину еще надо делать, потому что мне же никто там прям так не объяснял. Нет, сейчас уже И тоже. ширину. Ну, и так, глубь, такого да, же то нет и понятия другое. «надо». Ты же можешь выбирать сама, как делать, как выгоднее. Ну, в ширину это выгодно, потому что здесь Да, доход ты идет. просчитала А и если поняла, ветки, что то ширина- доход вниз уходит. Ну, Да, да. И вот еще один момент такой. А можно вот сказать, например, что вот тут у тебя такой вот долгий путь к твоему наставнику вышестоящий был именно потому, что вот эта морковка, которая идет, которая это не знает, это не знает, Да, да, это да. не знает, а человеку приходит контакт как бы человека, кто наставник, и вот, ну, то есть, Человек сам может быть такое, Да, да. что это немножко отдаляет. И то есть вот, ну, например, немножко мне непонятно. Вот когда вот это, допустим, даже эта морковка, вот ты строишь, но я понимаю человека, который тебе говорит, да, я в бизнесе, я буду строить, и то есть вот ты понимаешь, что человек ответственный. Если ему приходит контакт человека, который ты под него подписала, он его полностью так же, как и ты, обработает, да? А если он так, знаете, говорит, извините. Я работаю только с лидерами. А лидеры с своими лидерами. Вот такая цепочка. Чтобы все друг друга контролировали. Только так. Если без контроля никак. Просто такое. Вот у нас такое, Все значит. записывать надо, все контакты получается. Всех надо знать, Всех надо знать и лидеров. глубину, и самую-самую Да, да. И я глубину знаю, я со всеми общаюсь поэтому. Ну а где столько времени? Нету времени. Я работаю, На знаешь, основной работе, Да. но вот я тоже. я с утра очень рано встаю. Вот у меня так. Только 5 утра по плану начинает работать уже. Да. Только так, потому что на Всегда работе на времени. связи. Всегда. Только так шло. Только напишешь, сразу отвечает. Напишешь, сразу ответ Пришел, он всегда получаешь. отвечает. Даже мне там 12, пол 12, что я написала, бы, ответил все Сразу равно. ответ получаешь. Я даже на время не пропускала. Хоть и на А дети работе, есть у вас? утром, вечером. Нет еще? Вот, вот детей нет, поэтому, наверное, Как время больше, есть. что случаем. Да-да. Понятно. Такая история. Ну, дети тоже не помеха. Если человек на самом деле сосредоточен, он Если будет цель есть, работать. конечно, Хоть да. дети, хоть Ну, не конечно, дети. у тебя Да. будет 3 детей. Да, Ну, все да. равно. Это нет мозга. Это Все, спасибо.